Все, супер. Так, Асланбек Тутаев, салам Машал Дума Сергова, Машал Хаиля Асланбек. Так, я где-то видел леди. Машу Аслан, Машал Хай леди. Так, эхо нет. Салам алейкум Асланбек, Виктор Полоков, алейкум салам, Виктор, приветствую. Чеченский след на месте, Рязанский сахар тоже на месте. Чечняне Россия тоже как обычно на месте. Так. Ассаламу алейкум, Вилбесен Культова, алейкум салам. Руслан Абудова, алейкум салам. Всех рад приветствовать. Так, Нох Симсир. Аслам Машал Дума Сарга, Машуэль Нох. Дейлер салам Машал. Так, все отлично. Со звуком отлично, все отлично. Мы тут все в окопе остановились. Да-да. Наши окопы, они очень, диванные войска, самые хорошие. Помните, как в армию, когда забирали чеченцев, всегда брали в стройбат, потому что опасно было доверять нам даже автомат. Так, Заира, Машволя, Аслан, все остальные, Машал, Заира, Альберт, Аслан, только не в обиду. Почему бы тебе не поменять имя Аслан, имя шайтана, только не в обиду. Да как можно это обижаться, если шайтан мне говорит поменять нас, как у него, чтобы имя было. Я на это ни в коем случае не обижаюсь. Но в отличие от Альберта шайтана, Аслан правозащитник не может сидеть, спрятавшись за ником, поэтому он публично рассказывает, как Путин взрывал русских и другие преступления России, в том числе, конечно, в первую очередь преступления против нашего народа. Я думаю, ты к нему не относишься, нашего чеченского народа, поэтому оставлю я свое имя. Так, Руслан Абуду, ассаламу алейкум, Аслан, что вы думаете насчет столкновений между азербайджанцами и армянами, Карабахский конфликт, ведь мы знаем, что в этом есть российская рука. Так, ва алейкум салам, Руслан, еще раз, полностью с вами согласен. Конечно же, знаете, тут в Гамбурге живет один армянин. И мы с ним оказались в одной компании, в ресторане, сидели, общались. И я его спрашиваю. Ну, он рассказывает про азербайджанцев, рассказывает про эту войну в Карабахе, которая была. Ну, свою точку зрения он рассказывает. Я говорю, ну понятно все. Я говорю, ну смотри, а в чем дело? Я говорю, в чем проблема? Маленький клочок земли. Вы с азербайджанцами не можете договориться, ваш он или азербайджанский, не имеет значения. Вы не можете договориться, как так? Два соседских государства, народа не могут договориться. И он посидел, подумал и мне сказал, а знаешь, говорит, нам не дают договориться русские. И это многое объясняет. Армения находится под большим влиянием России. В Армении находится огромное количество российских войск, большое количество российских войск. И командование в Армении военными частями осуществляют российские генералы, российские главнокомандующие. Поэтому, конечно же, там есть, вообще в этом конфликте есть, даже может быть, хотя это маловероятно, этот момент, вот этот инцидент, да, с жертвами, причем это кровавый инцидент, это большое преступление, даже если есть одна человеческая жизнь. Я знаю, что погиб как минимум один генерал азербайджанский, пусть примет Всевышний его душу, благословит его. Он защищал свою родину. Конечно же, везде, где есть Россия, и наш канал об этом рассказывает, везде, где есть Россия, есть зло, есть преступление. Поэтому, без сомнения, сам этот конфликт зародился для того, чтобы Азербайджан, можно было оказывать давление на Азербайджан. И знаете, вот по чуть-чуть откусывать куски, там, Крым, Карабах,
где еще они там по куску откусывают. Да, все проглотить не могут, все захватить не могут, но по куску откусывают. Это делается для того, чтобы у Азербайджана, у Грузии, у Украины не было желания войти, не было возможности, желания может оно имеется, не было возможности войти в блок, военный блок НАТО. Если Азербайджан, Грузия, Украина войдут в блок НАТО, то, конечно же, от них отстанет Россия, потому что Россия обижает только слабых, слабее себя. На сильных Россия, на сильнее себя государства, страны, народы Россия не нападает. А по условиям вхождения в альянс, военный блок НАТО, одно из условий является государство, претендующее стать членом НАТО, не должно иметь никаких территориальных споров и претензий. Именно для этого это и делается. Или же Азербайджану, или же Грузии, или же Украине от Крыма, Грузии от Абхазии, Южной Осетии, Азербайджану, соответственно, от Карабаха нужно отказаться. Но это патриоты своей страны сделать не могут. Соответственно, мы приходим к тому, что этот конфликт начинает тлеть, когда он необходимо, например, вот эти события в Азербайджане, в Нагорном Карабахе, связаны, возможно, связаны с тем, что, как вы заметили, в Сирии больше нет никаких бомбардировок, нет вагнеровцев, террористов, да, наемников русских. В Ливии тоже их нет. И все это сделали несколько дронов турецких. Ну и как бы у Турции большое влияние на Азербайджан. Азербайджан и Турция это братские народы. Вот оказывается таким образом на Азербайджан давление. И азербайджанцы, наши братья, без преувеличения, азербайджанцы очень сильно нам помогали. Огромная, глубочайшая признательность, огромная благодарность азербайджанскому народу. Мы уважаем азербайджанцев, даже не связано с политикой, да, в бытовом плане мы общаемся, дружим с азербайджанцами. У меня есть друг, в Швейцарии живет, азербайджанец, он нас очень поддерживает, мы его поддерживаем. И я думаю, пока мы все, азербайджанцы, армяне, должны есть ведь здоровые силы в Армении, которые понимают, что Россия это зло, и надо в конце концов Армении развиваться в нужном, правильном направлении, чтобы было будущее у этой страны, у этого народа. Другие государства, Украина, Грузия, ну все, не будем всех перечислять, какую бы страну, республику мы не назвали, везде есть кровавая рука русских террористов, и пока мы все не начнем как единый организм действовать, проводить круглые столы, общение, налаживать контакты, мы не сможем одолеть, потому что поодиночке Россия сильнее нас. Но если мы объединимся, мы намного сильнее России. Об этом должны понять и президент Азербайджана, и президент Украины, ну и другие все первые лица в первую очередь. Не смотреть там на какие-то сиюминутные конъюнктурные выгоды, в том числе лично для себя, не говоря уже о своей стране. И мы должны объединяться. Именно этим я и занимаюсь. У нас нет ни одного врага на этой земле. Мы уважаем все страны, все народы, все религии. И хотим жить со всеми в мире, созидать, строить, развиваться. Я думаю, так и будет. Но нам нужно объединяться обязательно. На Кавказе, да, на Северном Кавказе есть народы, которые проживают в Дагестане, например, которые родственны с Азербайджаном. Мы с азербайджанцами, имеется в виду чеченцы, уже давно породнились, побратались, и ими будем, иншаллах, всегда.
Давайте перейдем к вашим вопросам. Так, Чинго напоминает, добро пожаловать в чат. Не забывайте о конфиденциальности своих данных, соблюдайте принципы нашего сообщества и ставьте лайки, подписывайтесь на реалити of Арцуев. Пусть люди узнают правду. Так, пойдемте дальше. Давно не заходил на ваш канал, говорит Серг Сафронов, так как были другие тоже важные дела. Привет вам из Франции от украинца. Здравствуйте, витаю вас, уважаемый Серж Сафронов. Джахар Дудаев, ассаламу алейкум, братья и сестры. Ва алейкум салам, Джахар Дудаев. Ставьте лайки, подписывайтесь на реалити, напоминает Джахар Дудаев. Как найти? Коронавирус добрался и до нас. Уже 11-12 дней болеем. Аллах дал маршал дуэльшон. Как найти? Дал ули дуэльшон. Если первые несколько дней с дыханием нет проблем, то в принципе эта болезнь не очень опасна. Просто опасна она, если задыхаешься, и от этого могут погибнуть люди. Дал алш дуэльшу массубу салнах массусага. Антирашизмус. Россия угрожает, что продаст оружие то Армении, то Азербайджану и продавливает нужные требования. И никогда Россия не даст этот конфликт урегулировать. Совершенно верно. Антирашизмус. Юрий Погорелов. Салам Астан Гудешу. Салам Юрий Умдешват. Стрим вести ешу. Так, дал маршал Дуэль, больница. Так, салам маш, так. Владимир Биной, Джан Азербайджан говорит. Так, ассаламу алейкум, умчался, чтобы успеть на эфир, говорит Хамзат Гилаев. Так, отлично, Хамзат, ты тоже, как всегда, на месте. И это хорошо. Так. Нох, Кавказ, нам все братья, кроме рашистов. Да, совершенно верно нашел. Ты коротко и ясно сформулировал то, что я хотел сказать. Чеченский след, Рязанский сахар. Путеру всегда нужна горячая точка. Призываю Азербайджан и Армению к мирному решению проблем, если они есть. Знаете, проблемы для нас создаются на Лубянке. Согласен. Так, Русана Будова. На днях облили краской памятник Ермолову в Краснодаре. Даже хотели снести. Молодцы черкесы. Да, черкесы молодцы. Базару нет, как говорится. Александр Александров. А при чем тут Путин, задает вопрос Александр Александров. А при том, Александр Александров, что ваш Путин взрывает, убивает не только других граждан других стран, но даже ваших, собственно, граждан, ваших женщин и детей. Я вам сегодня расскажу как раз про Буйнакск и про другие моменты нашей постоянной темы, которая в последнее время стала нашей постоянной темой. Взрывы домов в 1999 году. Я назвал эту рубрику, это цикл своих передач «Кровавый 99 год». Так, мне тут прислали. У меня столько, вот мне сейчас Алекс Вольф говорит: Аслан, я тебе прислал WhatsApp сообщение. И если вы знали, сколько у меня этих тут сообщений, и вот знать бы, кто вот ты, Алекс Вольф. Ага, Алекс Вольф, я знаю, кто ты. Сейчас, одну минутку. Прошу прощения, видимо, очень важно. Мне звонили. Извините. Так, я в принципе понял все, прямой эфир, поэтому
Отвечу так. Была ситуация, которая произошла тут в Германии, недалеко от Берлина. Несколько десятков, можно сказать, человек, по-моему, это были поляки и немцы, приехали к чеченцам. Произошла потасовка, драка на 2 или 2-4, непонятно там на видео, чеченцев. Напали несколько десятков человек. Как таковой серьезной драки не было, но было нанесено, как я слышал, ножевое ранение. Один человек, чеченец, по всей видимости, находится сейчас в госпитале. Жизни ему вроде бы не угрожает опасность. И был слух, было опять голосовое сообщение, чтобы все поехали, собрались там, не для драки, просто чтобы мы присутствовали, показали, что мы есть там и так далее. Сейчас мне только что сообщили, мне звонили, я готовился к стриму. Извините, если Алекс Ворбех мобиль. Я готовился к стриму, у меня телефон стоял на зарядке. Я не успел, не смотрел, не брал телефон, потому что мне нужно было готовиться. Поэтому я не успел прослушать все. Сейчас мне сообщили, что все нормально. Полиция там уже решила, ну как обычно полиция вмешалась. Те, кого призывали, никому никуда ехать не надо. Все нормально. Там были ребята, которые были настроены решить вопрос, не отходя, как говорится, от места совершения преступления. Но все вроде бы сейчас урегулировалось. Поэтому призываю никому никуда не ехать. Мы живем в правовом государстве, мы должны соблюдать законы, которые мы обязались соблюдать, когда сюда приехали. И горячим головам попрошу немного остудиться и постараться не провоцировать никаких больше конфликтов. Ну, слава Богу, что так разрешилось. Конечно же, виновные, если там было ножевое ранение, виновные должны быть наказаны, сурово наказаны. Там были дети, женщины, есть эта видеозапись. Прямо перед домом, при всех при этих людях произошла вот такая вот потасовка. Будем надеяться, что все обойдется. Если есть желание, пишите, звоните, чем сможем, поможем. Да, ну. Так, давайте дальше. Кстати говоря, чеченский след Рязанский сахар получает уже второе письмо от Роскомнадзора за свои видео. И его канал запрещен также на территории фашистской России. Эд Мамедов. Ассалам Аслан. Салам, Эд, рад тебя видеть. Приветствую. Немо. Ассалам алейкум, Аслан. Салам маршал всем. Ва алейкум салам. Ассалам алейкум, Аслан Ратуа. Аслан Умаев. Ва алейкум салам. Аслан Умаев. Запись Сумхещубо. Да, я сделал вроде потише звук. Не знаю почему. Почему ты это услышал. Так. Давайте я перейду к нашей теме. Основная, сегодняшняя тема, которую я хочу обсудить, их будет несколько. Сейчас я хотел бы обсудить то, что на Кадырова наложено, на его семью и Кадырова наложены санкции американцами. Я бы хотел, конечно, чтобы накладывали не только на Кадырова, не столько даже на Кадырова, сколько на Путина, Патрушева и всех остальных, на их всех членов семьи, на всех друзей, родственников, водителей, слуг и так далее. Но пока вот такая вот ситуация. И вот давайте перейдем сразу к этой теме. Кадыров ответил на то, на те санкции, которые на него наложили. Госдеповцы, говорит, я избранный глава Чеченской Республики, за которого проголосовали почти 100% населения. И сегодня жители региона поддерживают меня. В чем вы меня воочию убедите? В чем вы можете воочию убедиться, просто приехав в республику и не принимая решения из океана. Так.
Ладно, будь 100 раз нарушителем прав человека, то как вы объясняете санкции против моей супруги и моих дочерей? Какие они совершили преступления, чьи права нарушили? Ну, не будем всю вот эту бредятину зачитывать. Просто хочу сказать, что объясню, почему наложили на супругу и дочерей. Потому что это близкие родственники, и оформляются все активы, нажитые Кадыровым, ну, непосильным трудом. Этот человек очень много работал, он мегамозг, академик, генерал. Этот человек заслужил вот эти миллиарды, которые у него имеются. Он сам своим честным трудом их заработал, разумеется. И он оформляет все это на свою жену и детей, так как глава республики, хоть он и мегамозг, больше мегамозг, чем Илон Маск, ему нужно было, ему нельзя по должности иметь эти миллиарды, хотя деньги честно заработаны. Ну и вот пришлось оформлять всю свое имущество на своих дочерей и на доверенных, близких, очень доверенных людей. Вот да, поэтому, Кадыров, на тебя и наложили эти санкции. Забегая вперед, я бы хотел показать про 100% поддержку. Это... Сейчас, одну минутку, я вам сейчас все покажу. Это президент. Сейчас, одну минутку, все сначала. У этого человека, это тоже президент, это президент одной из советской страны, соцлагеря. Не знаю, как будет со звуком, но если что, давайте сразу, чтобы не получилось, что опять нет звука. Сейчас мы проверим. Да, это Чаушеску, спасибо, несущий мир. Сейчас. Так, я проверил, звук есть, все отлично, вы тоже слышите. Это Чаушеску и его жена. У него была 100% поддержка. Это для Кадырова. Через несколько минут это был суд, быстрый суд был. Я не согласен с этим судом, конечно. Я считаю, этот суд был несправедливый, не объективный, поспешный. Не соблюлись как процессуальные, так, я думаю, фактические стороны суда не были до конца полностью рассмотрены. Но при всем при этом мы вот видим, что со 100% поддержкой глава Чаушеску со своей супругой выводится на расстрел. У него, кстати говоря, тоже 100%. Конечно же, жену тоже ни в коем случае нельзя было расстреливать, но, видимо, она представляла угрозу. Не знаю, почему они это сделали. Давайте посмотрим, как это происходило. Их выводят на расстрел. Через несколько минут они будут расстреляны. Вот такое событие произошло с читой Чаушеску, поэтому 100%, конечно же, это наглая брехня Кадырова, никто близко 100% не поддерживает, Кадырова поддерживают только те люди, которые непосредственно кормятся и вокруг него находятся, также замешанные в массовых нарушениях прав человека, убийствах, похищениях, пытках, бессудных казнях.
И те люди, которые не хотели бы, это тоже есть такая прослойка людей, она даже может быть такая приличная, они ни в коем случае не за Россию, не за Кадырова, но они не хотели бы, чтобы тот геноцид, который устроили русские, снова у нас повторился. Знаете, когда в начале только Кадыров пришел, первое, что чеченцы говорили, хотя бы нас бомбить не будут, говорили. И в этом тоже есть правда. Многие люди просто хотят жить. Да, конечно, они хотели бы жить в свободной своей стране, в чеченской стране. Но, понимаете, если вас насильно заставляют, то как бы хочется выжить. И таких людей, объяснение, понять этих людей можно. Поэтому это наглая ложь. Поддержка Кадырова, если брать только тех людей, которые реально его поддерживают, даже в силовых структурах его не поддерживают, ну, может быть, 5%. Может быть, это с большим, просто с большой натяжкой я ему даю эти 5%. Конечно, это наглая ложь. И все, что извергает Кадыров, это наглая ложь. И, конечно же, верить ничего, ни одному его слову нельзя. Кстати говоря, очень показательно по поводу лжи Кадырова. Американцы, между прочим, очень стараются, не то что стараются, американцы всегда придерживаются закона, да? По крайней мере, большую часть своих дел делают строго в соответствии с законом. Этими рамками Кадыров, Путин и другие не ограничены, они могут спокойно говорить и делать все, что хотят, и обвинять кого угодно, и казнить, и убивать. И вот теперь мы знаем, что Майк Помпео, госсекретарь США, со слов Кадырова, заказал убийство Джорджа Флойда, убитого афроамериканца, полицейским во время задержания. Если вы помните эту историю, несколько полицейских положили его на землю, один придавил ему шею ногой, коленом придавил его, потому что он сопротивлялся. И Джордж Флойд говорил, что он не может дышать, ему трудно, но полицейские, это очень такие жесткие кадры, не убирает ногу, и Джордж Флойд умирает, погибает. Из-за этого произошли массовые волнения, много, вы все это знаете, много было протестов по этому поводу. И, конечно же, ни в коем случае Майк Помпео не заказывал это убийство, тем более под камерами там, и так далее, и так далее. Но теперь Кадыров заявляет, что Майк Помпео заказал убийство Джорджа Флойда для того, чтобы помешать, навредить Дональду Трампу, президенту Америки. Давайте послушаем. Он говорит, что ему украинские спецслужбы передали эту информацию. Конечно же, мы в это тоже не верим. Все, что исходит от этого человека, должно подвергаться сомнению. Кто-то совершил преступление, да он. Вот послушаем. Если да он, Америку убили, да он, из-за цвет кожи, да он, человека, да он, мы же не говорим. Это тоже наглая ложь. Убили не из-за цвета кожи, а убили из-за того, что там задерживали, и человек умер. Госдепу США, да он, Помпео, да он, что ты это виноват, что ты организовал это против, да он, Дональда Трампа, хотя у нас есть информация от украинских спецслужб СБУ, что 100% да он, Помпео, да он заказал, да он, чтобы да он, Дональд Трамп проиграл на выборах, да, всегда. 100% информации, да он, СБУ, да, мы же об этом не говорим, да, не доказанный, да он, суд открывающий, да он, самый серьезный список Магнитского аукса, так сказать, самый вот он самый серьезный в списке Магнитского, говорит, не доказано, но сейчас он тут по-чеченски. Да, это только въезд, да, а до этого въезд банковский, не банковский, лошадей, кошек, собак, мост с ума все включили, да, и плюс не стесняясь, но опять же меня включают в список, да. Ну при чем тут, если я совершил преступление, мои дети, да, где написано?
По поводу детей и семьи я уже объяснил. Поэтому перейдем дальше к вопросам. И сразу же хотелось бы, пока вот Кадыров, эта тема затронулась, хотелось бы затронуть тему, обсудить тему по поводу... Так, где это у меня? Вот. По поводу убийства Мамихана Умарова российскими спецслужбами. По заказу российскими спецслужбами блогер Анзор из Вены Мамихан Умаров был убит недавно в Вене. На что Кадыров сразу же заявил, что это убийство является преступлением, заказанным европейскими и западными спецслужбами. Давайте прочитаю я вам, чтобы было нагляднее. Так, он ждал, наблюдал, как развиваются слухи вокруг событий в Вене и так далее, и так далее. Анзор из Вены и Мансур Стар и другие блогеры, зарабатывающие на идее псевдопатриотизма, стали и станут жертвами спецслужб, работающих против России, в частности меня. Они знают, что кавказские рубежи России охраняются. Эти методы используются еще для разрушения Османской империи. Применяются сейчас продажные глашатые, получают плату за свою работу. Донаты, пособия, называйте как хотите. А потом убивают как якобы невинных жертв выдуманной правды. Заявляет глава российского региона. Еще раз. Эти методы используют так. Продажные глашатые получают плату, а потом их убивают. Все под этой маской идеалов человечества, демократии. Спецслужбы знают, что сквернословие, мат и ложь неприемлемы для любого чеченца. И чеченцы спрашивают за оскорбление. Я неоднократно рассказывал о методах манипулирования Западом. И я знал, что эти куклы закончат свою жизнь именно так. Стоит правозащитникам начать переживать за чью-то жизнь, как она вскоре обрывается. Мы проклинаем всех, кто взращивает горлодеров. Парадокс так, зная наш менталитет, в жилах, так зная, что мы спросим, они сами порождают, также зная, что мы спросим с них, они сами их порождают, они, то есть спецслужбы западные, и тут же ликвидируют, но взамен находят других. А затем они уже побуждают людей выйти на митинги и акции, чтобы вызвать политический резонанс. Это он очень сильно обиделся, вернее, русские обиделись, а ему нужно было сказать, потому что Путин трус. Кадыров в этом плане намного смелее Путина. Путин патологический трус. Он прикрывается своим президентским креслом и говорит, что вот мне нельзя, потому что я президент, давай, Рамзан, ты скажи. Рамзан, как верный пехотинец, говорит все, что нужно Путину и Кремлю. Так вот, запомнили, да, что убили Мамихана Умарова западные спецслужбы. Так, зафиксировали. Переходим к следующей теме, к следующему вопросу. Так. А вот стоят родственники Мамихана Умарова, которые находятся в Чечне. Тут они обращаются к венским властям, венской полиции и берут ответственность за убийство на себя. Они говорят, что что по нашим чеченским законам, человек, который наносит вред окружающим, может быть остановлен родственниками, чтобы другие не делали это, именно родственники сами осуждают его и могут вплоть до вынесения смертного приговора. Конечно же, такие случаи очень-очень редки. Такие случаи, просто невероятная большая редкость. Но такое происходило. Были случаи такого наказания, когда сами родственники останавливали своего. Сперва пытаются угомонить, попросить, изолировать в конце концов. Если не получается, и на этом человеке есть кровь, то его могут убить. Были такие случаи. Это не очень сильно распространено, и поэтому это такой уникальный случай, который мы сейчас видим. Но Мамихан Умаров не убивал никого. На его руках не было крови, чтобы его убивали. Да?
кровь за око за око, глаз за глаз, да, принцип Талиона, он у нас присутствует в нашем, ну это он присутствует и в международном праве, хотя сейчас смертная казнь в Европе не отменена. Ну, мы сейчас не об этом. Так вот, эти люди говорят, что мы убили. Только что вы видели, что Рамзан Кадыров, глава российского субъекта, говорил, что это сделали спецслужбы. Только что до этого вы видели видео, как он говорит, что от Украины от украинских спецслужб поступила информация о том, что Майк Помпео заказал убийство Флойда. Я не знаю, как это можно сопоставить. Я знаю, что эти люди вынужденно говорят на эту камеру. Это без сомнения. Может быть, вот этот впереди стоящий и не так вынужден, но многие люди вынуждены. Да и он сам, я думаю, если он так не будет говорить, то пострадает не только он сам, пострадают все эти присутствующие пострадают по материнской линии, по отцовской линии. Это распространенная практика. Эта практика придумана, опять же, не Кадыровым. В 2004 году, или если, может, я ошибаюсь, может, даже в 2002 году или 2003, директор ФСБ Николай Патрушев дал прямое указание генеральному прокурору Устинову для того, чтобы он в Государственной Думе объявил, что впредь будут наказываться родственники тех, кто воюет против оккупантов и фашистов из России. И эта практика уже на протяжении 18 или 16 лет активно осуществляется. Но она началась не тогда, даже не тогда, когда генеральный прокурор России в Государственной Думе публично озвучил, и с Россией не перестали здороваться, не перестали приглашать ее и так далее. И лицемерный Запад, лицемерные политики Запада продолжали делать вид, что перед ними сидят нормальные партнеры, с кем можно иметь дело. Хотя часто, когда ты говоришь такие вещи, тебе говорят, ну, с мерзавцами тоже надо иметь дело. Так вот, с мерзавцами, может, и надо иметь дело, но тогда надо иметь дело тогда и с Гитлером, и с Ким Чен Ыном, ну и с другими убийцами и преступниками. Так вот, эти родственники выступили на этом видео, сейчас я вам это видео продемонстрирую, и они тут заявляют, что это они заказали это убийство, значит, все-таки Мамихан Умаров был не агентом западных спецслужб, или как они говорят, марионеткой, куклой. Блогеры являются западных спецслужб. Ну, более того, они здесь делают очень большой прокол. Вот этот человек заявляет, что задержанный по подозрению в убийстве Мамихана Умарова человек невиновен. И тут самый большой прокол. Конечно же, эта версия, которую сейчас вот эти люди озвучили, их несколько здесь, дядя по отцу, дядя по матери выступят на этом видео, у Мамихана Умарова, они вынужденно все это говорят, и, конечно же, они совершают оплошность, говоря, что это они заказали, а тот невиновен, задержанный. Следствие, конечно же, рассмотрит эту версию обязательно, они обязаны рассмотреть, если есть такое заявление, да, берут на себя убийство. Но я думаю, эта версия будет отметена, и государственный терроризм по отношению к гражданам Чеченской Республики Ичкерия, в частности, к Мамихану Умарову, будет расследовано, как и положено, отделом по борьбе с терроризмом. Давайте послушаем, что говорят эти люди.
Из нашего рода собака, которая жила в Европе, Мамихан Умаров. Пока с ним не разобрались, у нас не было возможности показать себя. Мы остановили его, поскольку должны были это сделать. В Европе есть много людей, которые арестованы по подозрению в убийстве беспричинно. То, что сделано, сделано нами. Это мы должны были сделать. Не мучайте людей, оставьте в покое. Мужчины извинились перед Рамзаном Кадыровым и народом Чечни за сказанное Умаровым и попросили правоохранительные органы Австрии отпустить задержанных. 5 июля появилась информация, что просителя политического убежища... Так, на этом мы больше не будем рассматривать эту версию, это обсуждение. Ну, здесь понятно, что невиновного задержали, говорит, конечно же, они полицию Вены или спецслужбы Вены убедить в этом не смогут, потому что доказательства по горячим следам задержан преступник, исполнитель, подозреваемый в убийстве Мамихана Умарова. Его, конечно, отпускать не будут, имея на руках весомые доказательства, тем более, если он стрелял из пистолета, то на руках, конечно же, есть следы пороха, и я думаю, все будет там доказано. Ну вот такая вот ситуация. Они для того, чтобы попытаться как-то дезавуировать вот это государственное преступление, заставляют людей вот так оскорблять уже убитого ими же. И вот человек, который требует, да, Россия требует в лице Кадырова, требует их взять вину на себя, и потом благодарить убийц и извиняться перед убийцами. Это тяжелое время для чеченского народа. Это время мы будем вспоминать как самое тяжелое время. Это очень тяжелое время. Военное время было тяжелое, тяжелейшее было военное время. Сейчас не намного легче. Но что бы ни произошло, никогда они убили Дудаева, они убили Масхадова, они убили всех людей вокруг Дудаева, кто был, ну, почти всех убили вокруг Масхадова, всех, весь наш интеллектуальный цвет нации, пассионарный цвет нации, воинственный цвет нации, всех их убили, посадили, запугали. И Россия считает, что она может вот таким способом нас заткнуть. Но, как вы видите, мы не затыкаемся, не заткнемся никогда, и мы победим. Мы победим, мы обозначим преступников, мы их призовем к ответу, сколько бы для этого не потребовалось времени, даже если после их смерти, например, тот же Ельцин, эти люди должны будут ответить по решению суда, мы добьемся этого. И ничего вы не сделаете, ни ФСБ, ни ГРУ. Вы можете убивать нас всех. Вы не можете победить народ, чеченский народ. Вы сделали с нашим народом все, что вы могли. Больше вы не можете сделать. Вы выселяли нас, вы топили, сжигали нас. Выселяли, имеется в виду, совершали геноцид под видом выселения, под видом депортации. То же самое вы сделали в эту войну. Мы плюем на вас. Не знаем, сколько нам отведено в этой жизни жить. И мы прекрасно знаем, что вы тоже умрете. Вы тоже смертны. Даже своей смертью вы умрете. И не обязательно вы окажетесь в тюремной клетке. Но знаете, мы никогда вас не будем бояться и никогда вам не будем подчиняться. То есть покоряться. Покоряться это не к вам. Это вам надо к своим русским обращаться. Вот они вам покоряются. Вы можете взрывать их дома, вы можете взрывать. Мы часто говорим, я часто говорю про взрывы домов. Но этих терактов было намного больше, чем вот эти 4-5 взрывов домов, которые были. Тот же Норд-Ост, тот же Беслан, взрывы метро, взрывы там на вокзалах, в аэропортах. Чего только с вами русскими не делали ваше русское ФСБ. Поэтому ФСБ,
или Бортников, кто там, Патрушев, вот к вам я обращаюсь. Я лично, Аслан Арцуев, я плюю на вас. Мы вас не боимся, нам плевать на вас, понимаете? Нам плевать на всю вашу фашистскую Россию. Мы никогда не сдадимся и никогда не покоримся. И это доказываю вам я, человек, который никакого отношения не имел ни к войне, ни к чему-либо. Теперь вы знаете, вы можете убить всех наших интеллектуалов, всех наших пассионариев, но мы никогда не покоримся. Будьте вы прокляты, горите в аду, вы, чтобы у вас потомства не было. Никогда, чтобы вы счастья не видели в этой жизни. Был такой убийца Сулим Ямадаев. Этот Сулим Ямадаев боялся спать выключенным светом, потому что он рассказывал, что приходят люди, которых он убил, и душат его, когда выключали свет в комнате. Так вот, вы также будете жить. А мы живем спокойно, мы ничего не боимся. Один раз родились и один раз умрем. И никогда вам нас не покорить. Не тот случай. Да, мула. Так, давайте перейдем к вашим вопросам. Обсудим. Ваши вопросы. Так, давайте перейдем. Антирашизмус. Нету кадыровцев, а есть клопы с русского ватника. Абсолютно верно, антирашизмус. Так, давайте. У всех зависает, да? Зависает, да? Не зависает, говорит. Как найти? Так, у всех норм. Кадырка одноцилиндровый мопед. Так. Но Симси, я тоже хочу поплевать на них. Вы все можете поплевать на них. Знаете, нас много людей смотрят, много людей поддерживают. Распространяйте эти ролики, выкладывайте в соцсетях мои ролики, другие ролики. Не сидите без дела. Против нас работают тролли, огромное количество цеховиков, блогеров работает. Работают тролли, которые пишут комментарии. Вы, наверное, видели, чеченцы, вы точно видели, как министр, так называемый министр пропаганды их, рассказывает, что каждый сотрудник полиции, ГИБДД, там разных там СОБР, МОБР, кто умеет что-то написать, должны писать комментарии. Так вот, чеченцы, пишите комментарии. Конечно же, все, кто находится в Чечне, я вас освобождаю. Это на ваш страх и риск, но будьте осторожны. Все, кто живет в Европе, пишите комментарии, распространяйте ролики, мои ролики, вырезайте их, распространяйте по максимуму, что мы говорим, доносим, мысль, какую мы доносим. В WhatsApp распространяйте, всегда, во все группы, всегда распространяйте. Это очень помогает. Именно так они раскручивают своих цеховиков, своих блогеров. У них есть тролли, свои люди платные, которые, если у них есть цеховик-блогер, его видео распространяется везде, на самых там таких известных пабликах, на самых известных там или раскрученных социальных сетях, группах. Распространяйте, не сидите без дела, это очень важно. Так, я бы хотел показать, кстати говоря, по поводу очень важно, как нам защищать свои права и как бороться. Я получил обратно ответ от Мануэля Сарацина. Вот документ, который подтверждает, что мое обращение к депутату дошло до адресата. Это с уведомлением. Письмо с уведомлением. Вы тоже должны получить. Да? Пока ответа на само письмо я не получил, я получил только то, что вручили это письмо. Это уже документ, это очень важный документ, который мы должны сохранить обязательно. И когда придет ответ от Мануэля Сарацина или от других депутатов, мы должны будем дальше уже действовать, смотря что они ответят нам. Да? Мы должны продолжать. Господа, несколько тысяч человек просматривают, да, наши ролики. Несколько десятков тысяч просматривают иногда наши ролики. 1000 человек
не поленитесь, это важно для вас, для всех. Во-первых, вы научитесь защищать свои права. Во-вторых, нас перестанут дергать или так сильно нас преследовать. В-третьих, это вам поможет для того, чтобы в случае, когда вы будете получать политический статус в суде, это вам поможет. Если вы скажете, что вот смотрите, 23 человека, к большому сожалению, я не написал имя Александра Литвиненко в этом своем обращении. Я очень виноват за это. Александр Литвиненко тоже должен был быть в этом списке, потому что он был на стороне правды, на стороне света и был также убит очень жестоким способом. Поэтому, если вы на суде скажете, вот смотрите, я писал письмо депутату Бундестага или там другой страны, где вы проживаете, это очень будет вам подспорьем, когда вы будете отстаивать свои права, где вы будете доказывать, что вам угроза во временно оккупированной Чеченской республики Ичкерия. И здесь, если уже здесь нас убивают, то представьте, что они сделают там с нами. Да? Выколоть глаза, вырвать язык, там, скормить тиграм, львам, это самое такое распространенное, что они могут. Одна большая проблема у них. Нам на них глубоко плевать. Один раз живем. Так. Пойдемте к вашему вопросу. Асан, я же показал тебе, как тролли работают. Да, кстати, ты очень хорошо их рассекретил. Так, вы также можете прислать ваши ролики мне с помощью Google Диск. Да, вот чеченский след, Рязанский сахар сообщает. Ролики, которые можете присылать чеченскому следу. Серг Сафрона, мы стараемся, 6 лет с троллятиной воюем. Да, украинцы, вы молодцы, вы боретесь, правильно. Так, Хасан, я тоже плюю на них, начиная с Отина, кончая до рядового мента. Аминь, будь они прокляты в этой и вечной жизни. Аминь, Хасан, аминь, аминь, я Аллах, аминь. Эд Мамедов, в твоих словах есть душа, это сильно и важно. Спасибо, Эд. Спасибо. У нас есть только правда, и это есть наша сила. Представьте, у них есть миллиарды, у них есть атомная бомба, у них есть все, а у нас есть правда. Как сильна эта правда, они ее боятся, они здесь убивают, платят огромные деньги, рискуют репутацией, рискуют там получить санкции, но продолжают это делать, потому что боятся правды. Они боятся наших слов больше, чем пуль. Я недавно разговаривал с одним человеком, который начал мне хвастаться, что он там воевал, я там воевал, там, и так далее, и так далее. Хотя я знаю, где он воевал, что он там делал. Так вот, всем, кто говорит, что он воевал и хвастается этим, хочу сказать, что война не закончилась. Война не закончилась и не закончится никогда до тех пор, пока мы с русскими не установим границу, хорошо укрепленную, с пулеметами, с дзотами, с минными полями и с рвом, наполненный водой и с крокодилами, чтобы туда ни одна гадина не прошла. До тех пор война не закончилась. Так. Кстати говоря, возвращаясь о том, что война не закончилась, и давайте послушаем, что говорит великий Джохар Дудаев, пропагандону Сладкову, по которому плачет Гаага. Так, давайте минутку, как раз вот эти 50 лет, про которые говорит Джохар, которые ранят мне душу, но другого выбора у нас нет. 50, 500, разве это имеет значение? Имеет значение процесс. Мы получаем от этого удовольствие, мы говорим правду, мы на стороне добра.
А чеченец может быть только на стороне добра. Чеченец не на стороне добра автоматически выходит хотя бы на время из чеченства. Поэтому давайте послушаем, что говорит наш первый президент. А война это лет на 50. Эта война уже выходит за рамки интересов авантюристов. Она уже перешла на конфессиональную войну. И многие думают, что это между исламом и христианством. Еще потом. Весь верующий мир будет вести эту войну с неверующими. Неверующими остались только на всем земном шаре одни русские. Бездуховные, безнравственные, без морали. И вот с ними будет идти борьба. Была целевая политика, целевая программа физического уничтожения не только чеченцев, но и населения 70% республики. 50 лет. Это было видео 95-го, по-моему, года. 25 лет позади, без проблем. Еще 25 лет, господа, и мы уже, победа у нас в кармане. Но я надеюсь, Джохар в этом случае ошибся. И я надеюсь, что произойдет намного быстрее, потому что события развиваются очень усиленно и очень так бурно. Поэтому я очень на это надеюсь, что произойдет это в ближайший год-два. Но что будет, то будет. Загадывать мы не будем. Давайте перейдем к вашим вопросам. Так. Так, Хамзат Гилаев. Аслан, голова в правильном направлении мыслит. Баркал Хамзат. Так. Правда режет острее кинжала. Совершенно верно. Они слов боятся больше, чем пуль. Даже на пули они посылают этих же русских, которых не жалко для них. И вот продолжается в таком же духе. Как найти? Имеет значение финал, а финал это судный день. Да, Алмула. Судный день-то это тоже очень сильно успокаивает наши нервы, что даже если Джохар ошибся, не 50, а 500 лет это продолжится. Есть ведь судный день, есть ведь смерть в конце концов, которая постигнет все живое на этой земле. И каждый будет отвечать за свои поступки. И это очень приятно. Очень приятно. И у меня заготовлены большие материалы дела для этого суда. Ну, у меня и для этого суда здесь найдется материал. Но к тому суду я подготовлюсь вообще основательно. И там я буду предъявлять счет. И там я буду не адвокатом, там я буду прокурором. Или на стороне обвинения я буду, точнее. Так, Серг Сафронов. Аслан. Первые улицы имени Джохара Дудаева были в Риге. Были в Риге и в моем городе Ивано-Франковске. Но после начала войны с Украиной улиц в честь Джохара стало по миру больше, и это факт. Я учился на Дудаева. Да, совершенно верно. Спасибо большое и украинцам, и всем людям на земле, кто поддерживает нас в этой справедливой борьбе. Да, было бы неправильно поддерживать нас в несправедливой борьбе, а в справедливой это просто нам очень важно и необходимо. Владимир Рабинович. Так, сейчас Чинхо пропустил. Аслан, Малиецент, Эмлой, Мабуиш, находясь, будучи в окопах, успевают писать комментарии. Даже пальцы у них как наждачка. Так, Владимир Рабинович, Джохар Дудаев, честь и совесть, пример всем людям на земле и на все времена. Совершенно верно, Владимир. Чеченский след, Рязанский сахар. Пропаганда России ежедневно льет с экрана зомбоящика грязь на Европу и Америку. Россияне митингуют за макароны. Таких митингов не видел ни Европы, ни в США. За макароны не могут. Так, Гела Купатадзе. Бункероид, скоро конец будет. Интересно, развивается событие свинороссии, говорит Гела. Хамзат Гела, Джохарин, Гугум, Олшвег, Нохчи, Хичватсва. Джохарин, Гугум, Алметкам, Сабитарцва. Да, Алмула. Хотя находится, конечно, кто так говорит, конечно. И на Сайдамина Ибрагимова говорят, и на Закаева.
так далее. Как найти? Ногчи, живущие в Чечне, не забывайте, что наш враг русский, и что кадыровцы это тоже наши враги. И не верьте кадыровской болтовне, показухе, красивой картинке. Знание Маши, говорит Немо 77. Нох 77. Правда, что у Рамзана был позывной подполковник? Подполковник. Так, тому суду, это, подполковник, кто не знает, это Путин был подполковником. Так. Ногчу волк Джахаря, му эльду. Так, пойдемте дальше. Как найти? Так, лунный свет именно так и есть. Позывной Рамзана Котем. Аслан Каримов, Джахар Антвар. Кадыровцы это псы Церберы, как говорил Джахар Дудаев. Так, какие 500 лет водой им заваривают полуниевый чай с рязанским сахаром, говорит Цукрик. Единственный, кто отстаивает от Джахара Дудаева, это обрусевший и сама Русня. Кадыров подполковником ходит, да, а генерала дали. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Реалити, напоминает Джахар Дудаев. Так, пользуясь случаем, говорит чеченский след, рязанский сахар, пользуясь случаем, ответ тролля. Я не бот Аслана, канал ведет не Аслан. Канал не создан для выявления инакомыслящих чеченцев. У вас не получится украсть мое время. Пишите больше до топа. Да. Они думают, что все, знаете, эти пропагандисты кадыровские сидят и рассказывают у себя там, собравшись, да, рассказывают, что мы видели, там правозащитники собрались, и они против нас готовят целые институты работают. В Германии собрались правозащитники, это наше собрание, первое учредительное собрание здесь, в Гамбурге, было немецкого отделения «Мир и права человека». Именно об этом они говорят, что нас тут финансируют. К большому сожалению, открою тайну, конечно, это большой секрет, но придется сказать, нас никто не финансирует. Нас никто, к большому сожалению, не финансирует. Так. Кстати говоря, я хочу рассказать хорошую новость, еще одну хорошую новость. Со мной, когда же это было? Вчера, по-моему, или позавчера, связался молодой человек. Не буду сейчас говорить, сколько ему лет, молодой, короче говоря. И этот молодой человек, так все хорошо понимает, злой, очень сильно рассержен, конечно, на кадыровцев, на Россию, на клопов с русского ватника и на ватников. Очень сильно рассержен, я ему объяснил кое-чего, как мог. И было очень приятно. Спасибо тебе, Баркал Хондейрейсхуль. И пока есть такие молодые люди, у которых бьется сердце, большое сердце, мы непобедимы. Я знаю, что на мое место сядет другой, потом будет следующий, и все у нас будет Ичкерия, да, все будет супер. Зухрик меня зовут. Зухрик, извиняюсь. Меня зовут Путин, был майором, при увольнении дали подполковника. Ах, точно. Так, давайте тогда сейчас мы вернемся. Нужно обязательно сегодня, конечно же, рассказать про взрывы домов. Наша постоянная рубрика, цикл передач «Кровавый 1999 год».
Сейчас я вам покажу Первый канал. Извините, помойку иногда надо смотреть. Буквально минутку это займет внимание. И через 20 лет после взрывов в сентябре 2019 года на Первом канале выходит передача, и они вспоминают взрыв на Каширском шоссе. Почему-то только на Каширском шоссе вспоминают. Давайте сейчас обсудим эту тему, потому что она очень-очень болезненна для путинских террористов и ФСБ. И мы, конечно же, будем делать все, что им не нравится. А когда им не нравится, как только мы чувствуем, что вот это им не нравится, значит мы именно так и должны делать. Приятного просмотра. Хотя приятного здесь не очень много, но постараемся чуть-чуть извлечь урок. Вот смотрите, это пропагандисты, это соучастники. В студии сидят много людей. Эти люди статисты, конечно. Но хоть кто-то же должен возмутиться, сказать, ну елки-палки, ну вы же наших убили. Ладно, вы сирийских детей бомбили. Ладно, чеченских бомбили. Ладно, украинцев, грузин убивали. Но это же ваши, русские. Страшный был совершенно сентябрь, жуткий совершенно. И вот эта жертва, и 8 сентября 99-го же года взрывом были уничтожены. Вот я хочу вам показать, останавливаю специально, чтобы увидели фамилии. Здесь в основном фамилии, в основном все русские, чтобы было видно. 2 подъезда, 9. Вот. Этих всех людей убили русские спецслужбы. Своих, кого они обязаны были защищать. 9-этажной жилого дома на улице Гульянова. Тогда погибли 106 человек, 64 человека получили травмы. Была серия терактов? Да, это была целая серия терактов, это был страшный, совершенно жуткий. Внимание, сейчас смотрите, что вот этот лысый скажет. Сентябрь. Заказчики были установлены. Неужели? Что же он сейчас скажет? Это были, значит, Хаттаб и Абу Умар, финансировали они из-за рубежа. Вообще-то в начале первой версии это были Хаттаб и Басаев. Ну, теперь приписали Абу Умара, что это типа Басаев, ну, по какой-то причине Басаева сейчас уже нет их в списке. Да, они были ликвидированы. Это, конечно, не вернет нам этих людей, но хоть какую-то, хоть капельку, хоть маленькую толику удовлетворения, конечно, принесло. Вот, ему принесло удовлетворение за то, что убили невиновных людей, которые были не причастны вообще никак к этому преступлению. Заметьте, что исполнителей, которых задержали, это были заказчики этих терактов, исполнители задержали, они получили пожизненные сроки. Ну, примерно так. И каждый год, конечно, мы обязаны это вспоминать. Мы их вспоминаем 20 лет, повторяю, с того страшного сентября. Так, посмотрите, заказчиков они нашли, исполнители их осудили. Исполнители это были стрелочники, которых незаконно осудили. Хотя, может быть, они были причастны, но они были не чеченцы и действовали они точно не по заданию ни Басаева, ни Хаттаба, ни Абу Умара, ни кого-либо другого. Давайте сейчас посмотрим, что говорят Вести Дагестан, вспоминая взрыв в Буйнакске. В Буйнакске, сейчас вы услышите это все, был взорван дом семей военнослужащих, где проживали военнослужащие. Военнослужащие, российские военнослужащие, вы вообще ноль, вы вообще никто. Вы недостойны носить никакие погоны, никакой чести отдавать. У вас нет чести. Российские военные, у вас вообще ничего нет. Вы быдло, вы мясо, вы рабы, которых отправляют на убой. А когда вы идете убивать чужих людей и вас там мочат, сзади спящих ваших женщин, детей и стариков взрывают ваши же спецслужбы. Причем это не в первый раз. Заградотряды были всегда, вас всегда убивали, казнили. Ну ладно, российские военнослужащие, ну вы знаете, кто вы, да? Не буду я вам напоминать лишний раз. Ежегодно 4 сентября жители Буйнакска вспоминают трагические события. 20 лет назад в городе взорвали жилой дом, погибли 64 человека.
Для их близких, родных, да и всех свидетелей этого теракта произошедшее до сих пор большое потрясение и боль, рассказывает Магомед Баширов. 4 сентября 1999 года. Именно такая надпись на стеле памяти на месте взорванного дома в Буйнакске. Чуть дальше фамилии 63 человек, погибших в тот роковой вечер. Если смотреть по датам рождения, самому старшему из них было 60 лет, а самому младшему чуть больше года. Без четверти 10 вечера на улице Ливаневского, где находился военный городок, прогремел страшный взрыв. На кадрах, снятых оператором местного телевидения, видно, как люди расчищают завалы. Полностью было уничтожено 2 подъезда дома, взрывной волной были повреждены дома и в частном секторе, где тогда жил Магомед Шапир-Батырбеков. Его семья чудом уцелела, а сам он сразу же приехал к месту теракта, чтобы помогать спасателям. Помогали, убирали эти камни, людей вытаскивали. На этих разрушенных руинах, можно сказать, оказывали помощь. Было случай, что и ребенка вытащили, взрослых вытащили живыми из этих... Да. После оперативной информации из Махачкалы в Буйнакск выехала и съемочная бригада передачи «Закон и порядок». Журналист Даниил Гаджиев один из первых, кто видел все своими глазами. Бетонные завалы, заполнившие воронку от взрыва глубиной 3 метра, и глаза людей, которые не могли ничего понять. Этот теракт был для народа чем-то неслыханным. Это было нечто экстраординарное. Никто не знал, как себя вести, прежде ментально не знали, как себя вести. В голове это не укладывалось, это потом, когда начали выяснять, это уже как-то начало доходить до людей. Но в тот момент каждый пытался поднять небольшую бетонную плиту, какой-то блок, может кого-то спасти. Время от времени останавливали, тишину ловили. Уже опыт какой-то был, видимо, его МЧСников. Они останавливались, чтобы все тихо, чтобы послушать, может, кто-то услышит чей-то голос. Камера журналистов фиксировала разбор завалов. Снимать людей, находящихся в шоковом состоянии, не стали, проработали на месте недолго, вспоминает журналист. Сегодня, даже спустя 2 десятилетия, он помнит ту гнетущую обстановку на месте взрыва и что чувствовал он сам. Непонимание того, что это могли сделать люди. Если это был как-то взрыв на газопроводе, землетрясение. А здесь понимание того, что под завалами люди, большинство из них мертвые. И это сделала чья-то рука человеческая. Так не укладывается, может, в голове. Но когда понимаешь, что это так, не знаю, разочарование, злость. Этот теракт разделил жизнь многих на до и после. Целые семьи погибли в тот вечер, жену и сына потерял и Бекбулат Абдулаев. Ничего не предвещало беды, а машина со взрывчаткой, по одной из версий, стояла у дома еще за 2 дня до происшествия. А детали того вечера он помнит отчетливо. Шел футбольный матч, Россия, Франция играли, по-моему, точно. Я такой болельщик футбола, я смотрел футбол. Я как раз первый тайм закончился, период перерыв, когда был. Я пошел на кухню, чай попить. И в этот момент какой-то взрыв. После был провал, но Бекбулат оставался в сознании. Помнит, как оказался зажат между бетонными плитами со старшей дочерью в руках. Помогли выбраться, удалось спасти и младшую дочь. Если так взять, как сегодняшний день, все это перед глазами. Если вспомнить, то она не уходит. Забыть этот день невозможно. Потому что, когда теряешь родных, как можно это забыть? 64 фамилии на черных мраморных плитах. Это для потомков, чтобы не забывали тех, кто стал жертвой террора. Каждый год Буйнакск вспоминает о тех, для кого мирный вечер в кругу семьи стал последним. Поверьте, вот как бы мы мужчины говорили, у каждого мужчины, которые были... Глава Буйнакска рассказывает о мужестве, о мужчинах. Сзади портрет убийцы, вот, про которых говорит. Вот человек, который их же взорвал. Это просто уму непостижимо. Исламудин. Ну ты Исламудин. Видели погибшее тело маленьких детей, женщин, мужей, тех людей, которыми мы ежедневно общались, дружили.
Это очень, очень страшно и сложно, да. Напротив взорванной пятиэтажки стоит еще один жилой дом. Он тоже пострадал во время теракта, но сносить его не стали. Прошло уже 20 лет, а раны на душе очевидцев страшной трагедии так и не зажили. И один немой вопрос на лицах. За что? Магомед Баширов, Шамиль Гасанов. За что? Если этот немой вопрос до сих пор для дагестанцев, которые там погибли, для русских, которые погибли в Москве там, и в Волгодонске, других людей, которые там погибли, там есть и другие фамилии людей, и грузинские фамилии есть, и другие. Если вы не знаете за что, я вам расскажу. Открою большой секрет. Я вам открою эту тайну. За то, чтобы КГБ захватило власть в России. Чтобы все недра принадлежали им. Чтобы они могли безгранично править и грабить эту Богом проклятую страну. Вот за что. А если бы вы были бы хоть чуточку у вас было бы чуть-чуть мужества, вы бы 20 лет не ждали бы. Вот погибло 307, 310 по другим оценкам погибло. Цифры разнятся почему-то. У этих 300 человек, ну как минимум есть у каждого оставшегося хотя бы 1, 2, 3 родственника. Это 1000 человек, 300 человек даже, если по одному человеку. Там больше, конечно же. Но хотя бы 300 человек. Это была бы большая группа людей, которая объединилась бы и боролась бы. Который хотя бы один нашелся бы, который бы их объединил бы и боролся бы. Но не нашелся. Не нашелся. Нет мужественных людей. Приходится мне тащить их. И нелегкая эта работа, тащить бегемота из болота. Так, и давайте сейчас тогда посмотрим, что говорит Парфенов в своей передаче «На Медне». В 2008 году, по-моему, она вышла. И мы, в принципе, уже заканчиваем. Это очень важная тема. В сентябре 1999 года Россию повергает в шок серия зверских, жестоких террористических актов. Такого не было за всю отечественную историю 20 века, которую иначе как многострадальной не называют. По ночам один за другим взрываются многоквартирные дома. Взрывчатка заложена с расчетом на максимальное число жертв. Первый взрыв 5 сентября в доме семей российских военных в дагестанском Буйнакске. Погибли 62 человека. Рядом обнаружен МАЗ, в котором еще почти центнер взрывчатки. Часовой механизм поставлен на 1:30 ночи. 9-го взрыв в Москве на улице Гурьянова. Погибло 92 человека. 13-го на Каширском шоссе. Там 118 жертв. Арендовав подвальное помещение под склады, террористы закладывают взрывчатку так, чтобы обрушились несущие конструкции. Преступления снова совершаются глубокой ночью, когда все жильцы дома. Как вам спится накануне смерти? Жуткий вопрос осени 99-го. Так, больше Парфенов тут особо ничего не говорит. Сейчас мы тогда переходим к правде про взрывы домов. И я вам покажу Путина. Путин, вот как вы видите, спускается по трапу. Сзади идет верный Золотов. Верный пес Золотов. Новую войну Чечне Путин оглашает ночью на обломках одного из взорвавшихся московских домов. Объявляет войну на том месте, где он убил своих, еще раз, своих, ладно, они убивают чужих, своих граждан. Человек в здравом рассудке. В здравом рассудке. Мне кажется, не поддерживает. Живые людьми. Ничем не повинны. Что, да? Абсолютно не. В голове не укладывается. Не укладывается. Али лема док шейдой. Али лема док шейдой. Дук шгирду шейд наш. Исан док шейд. Дамада. Скудинен чуа. Невероятно. Невероятно. Мерзавец. Это нечеловеческая жестокость. Да, совершенно верно. Потому что мы должны понять, что
что мы должны противоставить, этому можно противопоставить только силу. И без этого нам не... просто нам не... государство не сохранить, и людей не сохранить. На следующий день он огласит эту войну публично, своей знаменитой фразой про сортиры. И сортиры замучат в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно. Общественное мнение быстро переключилось со взрывов домов на активные военные действия в Чечне. Рейтинг Путина рос шальными темпами. Он уверенно шел в кресло президента. Вы слышите, да? Сразу же переключились на войну, потому что после того, как в Рязани задержали двоих ФСБшников, на второй же день, 23 или 24 по-моему, сентября, началась массированная бомбардировка города Джохара и окрестностей города Джохара, бывший город Грозный, переименован в 1997 году по закону, решению парламента Чеченской Республики Ичкерия. И вот вы видите, рейтинг растет, русский народ поддерживает. Главное, убивай, неважно кого, неважно за что, убивай, 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 убивай. И русские вас будут любить и поддерживать. К сожалению, русские, может вам это и не нравится, но это правда, вы поддерживаете тех, кто убивает. Уничтожая чеченского врага. Он начал войну и причастие в Чечне. Рейтинг Путина рос шальными темпами. Он уверенно шел в кресло президента, уничтожая чеченского врага. Он начал войну, и причина тому весома – взрывы русских многоэтажек чеченскими парнями. Вот только кроме заявлений правительства, никаких доказательств причастности к взрывам домов чеченских террористов не было. Что интересно то, что до сих пор не доказывают, что это чеченцы сделали. Хорошо, я говорю, согласен. Определили мы народ, чеченцы. Но покажите конкретного чеченца, который взрывал, подкладывал, там что-то сделал. Покажите его. Показывать не могут. Кроме официальной правительственной версии существует и другая, совершенно противоположная, которая по доказательной базе значительно обходит официальную чеченскую версию. О причастности российских спецслужб к терактам 1999 года заговорили после того, как 22 сентября, когда 4 взрыва унесли уже более 300 жизней, в Рязани произошла странная история. По сей день рязанское дело является самым охраняемым секретом кремлевской власти, так как оно ключевое звено иной версии, звено, которое доказывает, что именно эта версия вполне может быть правдой. И после этого вся история прихода к власти Владимира Путина предстает совсем в ином свете. Историю разведки мы знаем по истории двоечников, разведчиков, которые провалились. Вот точно так же и здесь. Вот ФСБ провалилась на попытке подрыва дома в Рязани. Рязанский эпизод, он все-таки тянет уже на то, чтобы быть учебником. Вот мы знаем все, да, на какой машине ехали, сколько человек, когда, как закладывался, когда закладывался, на какое время ставился таймер. Абсолютно не случайно, конечно же, что именно после провала в Рязани прекратились теракты. Рязанским делом интересовался тогда еще независимый... Да, дополню Юрия Фельштинского, что они и начались они, и также и закончились. Ни до не было никаких взрывов домов со стороны чеченцев, ни после не было. Но когда вот задержали, они прекратились. Это очень характерно показывает. И именно благодаря этому не нашлись чеченцы, которых обвинили в этом преступлении. Просто решили все, закрыть этот проект. И именно благодаря тому, что вот бдительный гражданин Картофельников, дома в Рязани 16/4 по улице Новоселов, этот человек спас свою жизнь и открыл большую тайну, которая могла бы остаться так сокрыта, и много чеченцев было посажено. Хотя много чеченцев убили, посадили по другим поводам, но в этом преступлении нас не обвинили, потому что у человека, на которого вы вешаете преступления, которые он не совершал, всегда найдутся вот в этом материалах дела, всегда найдутся изъяны, всегда найдутся проколы, и просто решили закрыть эту тему.
Телеканал ТВ в марте 2000 года была показана программа «Независимое расследование», где основные действующие лица высказывались абсолютно свободно. Благодаря этим кадрам можно восстановить то, что произошло в Рязани. Рязань, 22 сентября 1999 года. В 21:10 житель многоэтажного дома замечает странную сцену. Двое мужчин и одна женщина выгружают из машины и переносят в подвал его дома какие-то мешки. Второй подозрительный момент. У белых «Жигулей» на госзнаке цифра 62 Рязань. Написано на бумажке, которая наклеена на настоящий номер. Я видно подал, и так назад проходил, когда раз назад машину смотрел, какие там номера. Смотри, то же самое, заклеено, 62, думаю, что это не то, надо было позвонить. Ну, что сразу позвонил, милицию. В подвале обнаружили 3 50-килограммовых мешка и таймер, заведенный на 5:30 утра. Лежало 3 мешка, таймер был в надрезе. В надрезе лежали часы электронные, с уходящими внутрь проводами. Я погрузил туда руки и сколько начали каскать. Вот фотография этого устройства, сделанная на следующий день, а анализ содержимого мешков показал, что это мощное взрывоопасное вещество гексоген. В ту же ночь Рязанская прокуратура открывает дело по статье 205 «Организация теракта». 1200 милиционеров и военных бросают на поиск подозреваемых. Их фотороботы расклеены по всему городу. На следующий день рязанская милиция выходит на след террористов. Телефонные станции Рязани работают в особом режиме. Телефонистка Надежда Юхнова перехватывает подозрительный разговор с Москвой. Набранный номер начинается с цифр 224. Это АТС обслуживает штаб-квартиру ФСБ. Дик спрашивает: дама с вами? Нет. Дама едет троллейбусом. 12 часов. Машина где? Машина на стоянке. Выезжайте. Это АТС обслуживает... Одну минутку. Дик спрашивает. Надежда Юхнова, она услышала разговоры, где террористы звонили в Москву на конспиративную квартиру ФСБ, номер телефона, по которому они звонили, принадлежал ФСБ, и она прослушивала. И так были выявлены. 22-го была попытка подрыва дома в Рязани, 23-го они были задержаны, эти два террориста из ФСБ. После того, как их задержали, их фамилии, лица, к сожалению, нам не показали. Те, кто проводил учения, их можно было пригласить, да, кстати говоря, в студию, ну и вообще показать, что эти люди проводили учения. Ну нет же, их нам не показали. Один из них очень похож на Гиркина, который воевал, убивал граждан Чеченской Республики Ичкерия и воевал в Украине. И вот очень характерно, что телефонистка из АО «Электросвязь». «Электросвязь» — это та организация, которая занимается прослушками. Это к тому, что эти люди, кто работает в электросвязи, занимаются вот этими делами, они могут прослушать любой телефон, да, у них есть доступ прослушивать там при желании любой телефон. Они прослушивали, и вот случайно услышала этот она разговор. Поэтому электросвязь — это государственное унитарное предприятие, которое контролирует связь. Не все, кто там работает, работают на спецслужбы, но если человек занимает высокий пост в электросвязи, то без сомнения этот человек имеет отношение к спецслужбам. Дама с вами? Нет. Дама едет троллейбусом. 12 часов. Машина где? Машина на стоянке. Выезжайте по одному из Рязани, везде перехваты. Ну и тут уже прям, наверное, простому человеку ясно, что это. Если все в голове, то каждый террорист. Определить квартиру, с которой звонили, было несложно. Рязанские правоохранители готовились к задержанию, но неожиданно позвонили с Москвы и протрубили отбой. Рязанскими террористами оказались сотрудники ФСБ. В это время в Москве происходит что-то странное. В один и тот же день, 24 сентября, с разницей в полчаса, в том же самом месте, два члена правительства делают противоречащие друг другу заявления. Есть положительные сдвиги. Об этом в частности свидетельствует. Это министр Рушаева. У меня на канале есть видео про этого преступника.
министр внутренних дел, входил в Совет Безопасности. Он был назначен на должность министра как раз за месяц, в августе 1999 года, за месяц до взрывов в Москве, Буйнакске, Волгодонске. Я так понимаю, Владимир Рушайло и министерство, он в случае расследовать это преступление в первую очередь будут, конечно, полицейские, задерживать будут полицейские, потом уже дело будет передаваться в ФСБ и так далее, из-за тяжести, да, из-за квалификации этого преступления. Но первые, с кем сталкиваются, это сотрудники, тогда это называлось милиции. Так вот, этот Рушайло получил по секретному указу Героя России. Этот Герой России на крови, на русской крови, который заработал. Он выступает и говорит, что нами задержаны. Он обязан сказать, потому что задержали, вся Рязань об этом знает, и он обязан об этом сообщить. Но когда Патрушев сказал, что это были учения, Рушайло не сделал ничего для того, чтобы довести это дело объективно, честно, справедливо, независимо провести расследование. Вчерашнее предотвращение взрыва жилого дома в Рязани. Но тут же руководитель ФСБ Николай Патрушев опровергает своего коллегу. Не был взрыв. Не был. Во-вторых, не предотвращен, и думаю, что не совсем четко сработали. Это было учение, там был сахар. Взрывчатого вещества не было. Московские спецслужбы ставят своих рязанских коллег в неловкое положение, заявляя, что те перепутали обычный сахар с гексогеном. Я погрузил туда руки и вскоре начал вытаскивать. Но как рязанские правоохранители могли не знать об учениях ФСБшников на своей территории? Вопрос до сих пор открытый. Планировалось провести на территории всех субъектов Российской Федерации силами милиции, Федеральной службы безопасности крупномасштабную операцию под условным названием «Вихрь антитеррор». Подписали Патрушев и Рушайло. В мешках был сахар, а детонатор... Патрушев и Рушайло подписали. Они проводили, значит, Патрушев, ясно, террорист, да, организатор, куратор этого преступления. Рушайло, министр, да, которого потом назначили секретарем Совета Безопасности, Совбеза, да, где собирают самые там их главные умы, главные террористы. Так вот, после того, как в Рязани задержали террористов, выяснилось, что это был не теракт, а учение, оказывается, министр МВД Рушайло наравне с Патрушевым подписал указ о проведении учения «Вихрь антитеррор». Понятно, да? Он докладывает в Рязани, что они задержали 2 человек, подозреваемых в теракте, но оказывается, он же, 100% можно констатировать, что подпись поставлена уже задним числом, после того, как уже все эти разбирательства пошли. Он подписывает план о проведении учения «Вихрь антитеррор». Все понятно, да? Просто он забыл, когда докладывал, что задержали в Рязани 2 террористов по попытке подрыва дома. Он забыл, что он подписывал этот договор. Ну, министр же делал много. Муляж. Официальную версию поддержать сложно было даже людям, занимавшим самые высокие посты в спецслужбах. Я, например, так и не понял, почему же потребовалось 2 дня для того, чтобы объяснить миру, что это учение. Ну, честно говоря, просто это необъяснимо. Этого человека в Рязани до сих пор считают героем. Именно он увидел подозрительных людей. Севастьяну духа не хватило сказать, что это сделали, это был теракт российских спецслужб, в частности ФСБ. Он говорит, это необъяснимо. Еще как объяснимо, Севастьяну. Он видел, что было в мешках. На сахар совсем не похоже. Я эти видел мешки буквально 3 метров, когда они лежали. Они напоминали, я не знаю, может не гексоген, что там такое было. Желтоватый цвет, во-первых. И такой мелкий, как скажем, дерьмишель такой полез, какие-то такие гранулы. Руководство ФСБ со всех сил пыталось скрыть связь рязанской истории и с состоявшимися сентябрьскими терактами. Гексогена там вообще не было. И, кстати говоря, если возвращаясь к взрывам, которые произошли в Москве и других городах, там гексогена тоже не было совершенно. И опять прокол. Ранее руководители ФСБ утверждали совсем иное. Речь пошла именно о взрывах в Москве. Появилась новая у нас информация о том, что обнаружены элементы гексогена и тротила.
это уже говорит о том, что действительно взрыв произошел не случайно. Понимаете, да? Директор ФСБ Патрушев до того, как в Рязани задержали, говорит, что гексогена и тротила обнаружили взрывчатку, там следы взрывчатки после взрыва тех домов, тех предыдущих 4 домов. А потом уже этот Зданович, представитель от ФСБ, рассказывает, что вообще нигде не было. Значит, директор ФСБ Патрушев до этих рязанских учений владел директор ФСБ, делал много, борьба с терроризмом, все такое, пилить деньги, Россельхозбанк, там нефтяные компании, много дел у Патрушева. Поэтому он, конечно, мог ошибиться. Или ему принесли ошибочную информацию. Так-то Патрушев врать не может, он же ФСБшник, он же офицер, русский офицер, он же врать не будет, вы что? В тот момент, когда в Рязани готовились уже к задержанию террористов, когда были определены люди и места нахождения, в этот момент Патрушев заявил, что в Рязани проводились учения. Так что попытка объявить сорвавшийся террористический акт учением, публично озвученное самим Патрушевым, это, конечно же, указание на то, что теракт в Рязани готовился, безусловно, с ведома Патрушева. Для того, чтобы начать настоящую войну, надо было повоевать втихую и под чужим именем. Рязанское дело старались быстрее замять, обклеив грифами «совершенно секретно». После этого эфира на тогда еще независимом НТВ Путин объявил еще одну тихую войну – войну к свободе слова. Относительно независимого НТВ, да, он не был полностью независимым, конечно же, какую-то правду НТВ говорил. И, напоминаю, НТВ уничтожали, он принадлежал Гусинскому, уничтожал Кох, Альфред Кох, который проживает здесь, в Баварии, наворованные деньги, в том числе, когда закрывал этот НТВ, Борис Йордан такой был, который возглавил НТВ, и Альфред Кох. Они, я думаю, неплохо погрели и на этом руку, и на другом. И здесь спокойно проживает в демократической стране, где свобода слова имеет большое значение, решающее, важнейшее значение. Альфред Кох живет, его Борис Райчустер очень часто приглашает к себе на эту помойку Ост-Вест канал. И мы видим, как люди, которые убивали людей, взрывали, затем одни из них занимались провокациями против чеченцев, да, тот же Альфред Кох призывал чеченцев убивать, не ведя с ними переговоры, и шел геноцид. Альфред Кох знал, за что закрывается этот канал НТВ, потому что именно из-за этой передачи «Независимое расследование» и был закрыт этот канал. Это делалось не ради чеченцев, конечно же, это делалось для того, чтобы донести правду, потому что убивали русских, были попытки, надо признать, были попытки со стороны русских что-то сделать, но как только дали чуть-чуть по зубам, почти все, кто занимался, конечно, были убиты, но их так мало, все, кто говорит про эту тему, погибают, но тех людей, кто готов был пожертвовать своей жизнью, оказалось так мало. И приходится, опять же, заниматься нам этим вопросом. В первые годы своего правления Владимир Владимирович усмирил все центральные каналы страны. Теперь там нету больше другого мнения. Война в Чечне сделала Путина президентом. На фоне победы над группировками боевиков его рейтинг вырос чуть ли не до 90%. Запуганный террористами народ видел в лице Путина своего спасителя. Да, видел, но заканчивая свою передачу, я хочу напомнить, эти взрывы, убийства русскими спецслужбами русских граждан, российских граждан, были начаты для того, чтобы отвлечь внимание фашистующего имперского русского народа от бытовых проблем и для того, чтобы КГБ смогла полностью захватить власть, КГБ, ФСБ. Эта война, начатая этими террористами, унесла жизни 30% граждан Чеченской Республики Ичкерия. То есть 300 тысяч граждан Чеченской Республики Ичкерия, в том числе русских, армян, грузин, евреев,
всех, кто проживал в нашей стране, были убиты. 42 тысячи детей погибло в этой войне от новорожденных до 12 лет. 26 тысяч чеченцев были незаконно осуждены, абсолютно незаконно. Потери психологические, физические, травмы, которые нанесены, они не поддаются, никем не подсчитаны, не поддаются подсчету. Психологические травмы, которые нанесены, тоже не поддаются подсчетам. Финансовые, экономические, материальные потери, которые понес чеченский народ, исчисляются суммами приблизительно около $1 триллиона. 300 тысяч чеченцев оказались в странах Европы, на Западе. Десятки тысяч оказались в других, в том числе в Турции, в других странах. И эти все преступления нашли свое подтверждение в заявлении, которое было подано правительством, возглавляемым Ахмедом Закаевым, правительством Чеченской Республики Ичкерия за рубежом и Международной ассоциацией «Мир и права человека», возглавляемым президентом Сайдамином Ибрагимовым. В этом заявлении мы указали, наша сторона, чеченская сторона, указала на 4 преступления. Это акт агрессии против нашей страны, геноцид, преступления против человечности и военные преступления. Но по разным объективным, иногда не очень причинам, чаще не объективным причинам, там коррупционная составляющая, по всей видимости, имеет место в Международном уголовном суде в Гааге, куда было подано наше заявление. Эти заявления не получают ход действий. И мы, чеченцы, оставшиеся в живых, должны ради памяти тех 300 тысяч наших граждан и тех 307 россиян, которых убил Путин, ради этих людей мы должны довести это дело до конца. Мы должны об этом говорить, мы должны об этом писать, мы должны всячески об этом трубить. И да поможет нам Аллах в этом деле, и да поможет нам Господь. Все люди, всех национальностей и религий, объединяйтесь, помогите нам наказать это абсолютное зло, которое на сегодняшний день, в наше настоящее время, среди нас находится. Хотя бы словом, хотя бы одним комментарием, словом, которым мы могли бы хоть как-то приблизить конец этому преступному, варварскому, русистскому режиму. Спасибо за внимание. Я уже вышел за время эфира. Спасибо за внимание. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что поддерживаете. И как обычно, все будет Ичкерия. Ассаламу алейкум. Спокойной ночи, друзья.